Это материалы по вопросам сегодняшней сессии Госсовета. Если даже визуально посмотреть на них, видно, что одна тема стоит особняком по своему объему. Так вот это отчет правительства о работе за минувший год. Доклад депутатам представил премьер Алексей Песошин. В документе объединили все показатели социально-экономического развития республики. Все то, что ранее становилось предметом обсуждения на коллегиях министерств и ведомств. Главное, Татарстан смог перестроить все сферы на работу в условиях коронавируса. Оперативно была переформатирована работа всех органов власти, учреждений в социальной сфере и жизнеобеспечения. Не скрою, в первые недели у нас были определенные проблемы с обеспеченностью элементарными средствами индивидуальной защиты, масками. Вместе с тем, при поддержке компаний Татнефть, Таиф, КАМАЗ, Полиматиз, Эластик, Аромат, 80 швейных фабрик, а также предприятий «Поезд и Темпо» в кратчайшие сроки было налажено производство средств индивидуальной защиты, антисептиков и бактерицидных облучателей. Основная задача на будущее – выйти на устойчивый экономический рост. В этом году плюс 3%. Благодаря этому должны повышаться уровень жизни граждан и развиваться социальная инфраструктура. Экономический рост должен приносить конкретные результаты для населения. Увеличение доходов, повышение качества жизни. И здесь в приоритете адресность социальной помощи. Рост доходов возможен только за счет опережающего роста производительности труда. Депутаты адресовали ряд вопросов. Например, как решить проблему пригородных поселков Казани. Более развернуто им ответил Рустам Минниханов. Вот такой агломерационной работы институт пространственных данных у нас получаются вот такие коллапсы, как школы, транспортные магистрали. Когда мы строим жилые комплексы, а потом люди мучаются, это обман людей. Поэтому правительство сегодня занимается созданием промышленных, индустриальных площадок на округе Казани, чтобы вот этих перемещений утром в Казань, вечером обратно, такого не было. Также депутаты поинтересовались, планируется ли в республике снятие коронавирусных ограничений. Как отметил Рустам Минниханов, сейчас нужно увеличивать темпы вакцинации и соблюдать все требования Роспотребнадзора. Вся эта третья волна будет зависеть от нас. Вакцинация идет пока не в том объеме, который мы хотим. Вот вчера, по-моему, 5500 человек. Нам надо выходить на 10 тысяч. Путь один – соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования, однозначно, абсолютно для всех. В том числе и вы, уважаемые депутаты, должны быть примером. Я провакцинировался. Значит, Фаид Хайлович уговорил. Ментимир Ришарович провакцинировался. У депутатов были не только вопросы, но и предложения правительству. Олег Коробченко высказался за послабление малому бизнесу. Дать налоговые каникулы хотя бы для предприятий, которые реализуют инвестпрограммы в промышленности. Субсидирование транспортных расходов до 80%. Рустам Минниханов усмотрел в высказываниях парламентария популизм. Олег, ты после того, как президентом планировал стать, стал популистом. Я за в разумных пределах поддерживать. У нас инфраструктуру, мы там еще планы, я сказал, будем создавать промышленные парки. Но бизнес же, он тоже должен, это не только налоги не плати, субсидию на развитие бизнеса дай. Может быть, зарплату еще с бюджета давать. Я-то могу тоже выйти там, давайте раздадим. Раздать можно, как собирать будем. В целом парламентарии положительно оценили работу правительства республики. Позвольте еще раз поблагодарить Алексея Валерьевича за обстоятельный доклад с анализом. Задачи прошлого года, они были очень трудными, но, как говорится, впереди дорога, впереди, пожалуй, не легче, а может быть даже и потруднее. Вопросы малого и среднего бизнеса сегодня уже стояли в повестке. Депутаты внесли послабления для предпринимателей, которые работают по патентной системе налогообложения. Напомним, они просили пересмотреть условия закона, принятого в декабре. Их услышали, решение принято. Теперь при расчете стоимости патента в розничной торговле и общепите будет учитываться только полезная площадь, то есть зал обслуживания, а не площадь всего объекта. Также для сельских поселений установлен понижающий коэффициент. Индивидуальные предприниматели, которые ранее получили патент, вправе подать заявление в налоговые органы для пересмотра
стоимости патента, исходя из своей полезной площади и территории осуществления деятельности. Еще одно новшество – возможность самообложения только на части населенного пункта. Так теперь складываться на нужды своих микрорайонов смогут жители городов. О востребованности этой возможности говорят встречи наших депутатов Государственного совета с жителями поселков и микрорайонов с частной застройкой наших городов, в том числе и в городе Казани. Также депутаты утвердили налоговые льготы для резидентов промпарков. Ставки с налогов на доходы, имущество и транспорт будут снижены. Дмитрий Арин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.